12 июня в Сыктывкаре вновь пройдет всероссийский благотворительный праздник «Белый цветок», цель которого – помочь людям, находящимся в беде. Впервые День белого цветка прошел весной 1911 года. Тогда он был посвящен сбору средств на лечение больных туберкулезом и проведению профилактических мероприятий и состоялся по инициативе последнего русского императора, тратившего большие личные средства на дела милосердия. Небезразличные к здоровью общества волонтеры предлагали горожанам купить цветы, живые или искусственные, по цене, которую назначали сами покупатели. Общими усилиями удавалось собрать значительные средства в помощь страдающим от болезней людям. Такая же акция проходит и у нас в республике. И сейчас в нашей студии Юлия Живилова, заместитель директора детской воскресной школы Свято-Троицкого прихода. Юлия, здравствуйте. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие телезрители, зрители. Я приветствую вас от имени Свято-Троицкого прихода и от нашей детской воскресной школы. И хочу сказать, что акция «Белый цветок» проходит у нас уже не первый год, и она проходит по благословению нашего владыки Петерима. Во всех приходах нашей епархии. И это благое дело, оно с такой целью проходит. Мы собираем средства ежегодно на лечение болящих деток, на строительство различных социально значимых объектов. В этом году вот у вас в приходе, по-моему, акция уже прошла или нет, да? Да, у нас акция прошла 3 июня в воскресенье и очень успешно. Было много прихожан, которые пожертвовали на лечение мальчика больного из Сыктывкара, 7-летнего мальчика по имени Богдан. А вообще вот у нас когда 12-го пройдет, да, вот заключительный день? Да, заключительное или, можно сказать, основные мероприятия в рамках акции пройдут 12 июня, также по всем приходам. И мы тоже будем участвовать в этой акции. То есть у нас будет второй этап проведения этой акции. А основные мероприятия пройдут возле здания епархии и епархиального управления. С 10 до 13 часов мы ждем всех желающих помочь мальчику в лечении его сложного заболевания. Юлия, вы сказали, что не первый год у нас проводится такая акция. А в каком году все-таки мы начали ее проводить? Ну, вот мы стали участвовать где-то в 2013 году. И получается, она ежегодная? Мы ежегодно, да, ежегодно несколько месяцев готовим цветы, поделки из бумаги, из пластилина. Все, что дети могут сделать своими руками, они готовят это от души и погружаются в атмосферу милосердия вот такого, что они начинают сопереживать вот тем детям, которым они помогают. Они начинают чувствовать их боль, чувствовать их болезнь и побольше стараются узнать о них и какая это болезнь, как ее лечить и чем помочь этим детям. Вот свою посильную лепту они вносят. То есть, получается, у них некое такое осознание происходит, да, того, что в жизни может быть всякое. Да, они учатся любить, они учатся сопереживать, они учатся чувствовать боль, они учатся терпеть и учатся преодолевать свою лень, чтобы помочь. Они учатся бороться вот с тем, чтобы не впасть вот в развлечения какие-то, в игры, а помогать своими руками. Получается, горожане все-таки активно присоединяются к акции? Горожане активно присоединяются к акции. У нас в школе учатся около 30 детей, и они все ходят в разные школы города. Поэтому можно сказать, что наши учащиеся и учащиеся, получается, общеобразовательных школ, они в этой акции участвуют. И как производители вот этих вот поделок, и как благотворители и жертвователи. Вот этот белый цветок, который у вас на груди сейчас, вы сами делали, кто-то из ребят его делал? Это вот как раз приобретенный на пожертвование цветок. В прошлом году его приобрела на акции. А в чем, как вы считаете, вот в заключение вопрос такой, в чем вообще важность вот таких акций? Важность таких акций в том, чтобы воспитать детей добрыми, любящими, понимающими, чувствующими, чтобы они с детства могли противостоять вот тому давлению, которое сейчас на нас со всех сторон. Негатив, насилие, эгоизм, равнодушие. Вот мы учим детей, чтобы они не были равнодушны. Вот в прошлое воскресенье мы шли по улице Морозова, потому что наш Свято-Троицкий храм находится там. Мы шли по улице Морозова, и дети видели разную реакцию людей. Кто-то проходил мимо, кто-то с удовольствием брал цветочек и жертвовал сколько может. Кто-то говорил, что мы неверующие. Ну вот у всех людей разные реакции. Вот наши дети говорят, а почему некоторые люди глухие? Мы же им говорим, что мальчик болен, помогите ему.
Вот такая вот ситуация бывает, что вот они чувствуют, они учатся иметь свое мнение по отношению к тому, что есть разные мнения, но я буду помогать. Я буду делать все возможное для того, чтобы мальчик был здоров и с нами был всегда. Спасибо, Спасибо вам Юля, большое за и то, за то, что что вы пришли, делаете. и за то, что вы делаете. Спасибо, Всего удачи доброго. вам. И вам.